10 августа средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,25 сомони за $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,51 сомони за 1 евро. Средний курс и продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,2597 до 10,26 сомони, 1 евро от 10,51 до 10,55 сомони, 1 российский рубль от 0,1646 до 0,1670 сомони. Стоимость золота в среду снижается, рынки находятся в ожидании статистики по уровню инфляции в США и составляет $1805 10 центов за тройскую унцию. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются. Инвесторы оценивают перспективы восстановления поставок этого вида сырья в Европу по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба». Нефть марки Brent находится на уровне $95,59 за баррель, марки ВТИ на уровне $89,66 за баррель. Таджикистан впервые представит свою швейную продукцию на международной выставке моды Central Asia Fashion, которая началась сегодня, 10 августа, в городе Алматы, Казахстан. Таджикская делегация, вдобавок к участию на выставке, которая продлится до 12 августа, также проведет деловые встречи с целью установления прямых контактов и расширения возможностей сотрудничества в текстильном секторе. На стенде Таджикистана на Central Asia Fashion представлена продукция 5 таджикских швейных компаний, сообщили в представительстве Международного торгового центра в Таджикистане. Экспорт хлопка из Таджикистана в Узбекистан в январе-июне 2022 года составил $17,3 миллиона, что почти в 3,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщает таможенная служба Таджикистана. По данным ведомства, в количественном выражении таджикский экспорт хлопка в Узбекистан в указанный период составил 6607 тонн, что на 23,4% больше, чем в январе-июне прошлого года. Основными экспортными товарами Таджикистана в Узбекистан в январе-июне 2022 года стали хлопок, это $17,3 миллиона, цемент $14,1 миллиона, электроэнергия $12,2 миллиона, алюминий $10,6 миллионов. В конце июня текущего года делегация Узтекстильпром в рамках рабочего визита в Таджикистан обсудила с руководителями местных органов власти Хатлонской и Сагдийских областей перспективы создания СП по переработке хлопка. В Таджикистане стоимость авиабилетов за последний месяц существенно повысилась и продолжает расти. Пассажиры говорят, что если месяц назад билеты по направлению Душанбе и Москва можно было приобрести от 3 до 4 тысяч сомони, то теперь их трудно найти и за 5-5,5 тысяч. Представитель одной из российских авиакомпаний в Таджикистане на условиях анонимности прокомментировал причины подорожания авиабилетов. Каждый год такая тенденция наблюдается. В определенном месяце стоимость авиабилетов поднимается или наоборот снижается. Резкий скачок стоимости авиабилетов, как и в прежние годы, связан с высоким спросом пассажиров. За последние 2 недели спрос на авиабилеты вырос в несколько раз, и вместе с этим поднялись и цены, сказал он. По его словам, такая ситуация наблюдается не только в Таджикистане, но и во всем регионе. Посмотрите, цены из Ташкента и Бишкека также выросли. В данный момент люди массово уезжают в Россию, а через несколько месяцев ситуация станет иной. Из России билеты подорожают, а оттуда подешевеют, говорит он. С начала 2022 года доллар США вырос на 10% по сравнению с другими основными валютами. Но это не сулит ничего хорошего для стран с более скромными экономиками, пишет обозреватель CNN Джулия Горовиц. Горовиц подчеркнула, что примерно половина всего объема мировой торговли осуществляется в американской валюте, а это значит, что у производителей и малых предприятий, которые зависят от импортных товаров, расходы будут расти. Проблемы появятся и у правительств тех стран, которые выплачивают свои долги в долларах, особенно если у них сократятся валютные резервы. Обозреватель CNN объяснила, что американский доллар берет курс на укрепление, когда экономика США показывает хороший рост, или же, как ни странно, когда она слабеет и миру начинает угрожать рецессия. В обоих случаях инвесторы видят в американской валюте возможность заработать на экономическом подъеме или относительно безопасный актив, который позволит им пережить трудности, сохранив сбережения.
Подобный феномен очень часто называют улыбкой доллара из-за формы графика роста, который поднимается вверх с обоих краев, отметила Горовиц. Однако у остальных стран мира это не вызывает ответную улыбку, добавляет она.